Коронавирус стал серьезным вызовом для общества. Как жила республика в эти 5 месяцев, когда объявили о пандемии и режиме повышенной готовности, а также работе волонтеров, обсудим с председателем Общественной палаты Башкортостана Ольгой Панчихиной. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете эти 5 месяцев? Удалось мобилизоваться обществу, на ваш взгляд? Однозначно. Однозначно удалось мобилизоваться обществу, наверное, тем активным людям, которые хотели помочь. Именно для помощи мобилизоваться. Здесь очень много различных и волонтерских движений. Я могу сказать, что те два основных колл-центра, которые работали в республике, это волонтерский центр ОНФ с волонтер-медики и наша забота, которые объединили под собой, там, скажем, всех волонтеров республики, и те общественные организации, общественные объединения, которые уже давным-давно работают с социальными службами, социальными, с людьми, кому нужна помощь, они, конечно же, в этот период понимали, что их получатели помощи очень сильно вот в этот период нуждались в помощи. Поэтому, конечно же, это объединение произошло. Ну, о любой работе говорят цифры. Можете ли вы привести какие-то стат-данные, которые показывают картину? Ну, я, наверное, приведу, конечно же, те цифры, которые, то есть я, прежде всего, конечно же, еще являюсь руководителем фонда. Фонда развития города Уфы. Да, фонда развития города Уфы. И для нас, конечно, это был, вот когда только наступила самоизоляция, для нас наступил тот момент, когда необходимо предлагать свою помощь государству, муниципалитету, потому что, смотрите, есть инструменты, которые возможно быстрее делать именно некоммерческая организация, общественным объединением. И тогда мы пришли в администрацию города, я написала письмо, что мы готовы, предлагаем реализовывать совместный проект по оказанию той или иной помощи. И так родился большой проект «Наше время добра», в рамках которого за это время, за 5 месяцев. За 5 месяцев, да, привлечено порядка 65 миллионов рублей. Это как в финансовом, как говорится, в денежном эквиваленте, так и в предоставлении совершенно различных средств индивидуальной защиты для врачей. Это было передано многими организациями. Ну, наверное, основным поставщиком здесь являлся фонд Тимченко. Это заключение вообще соглашения с фондом Тимченко на оказание благотворительной помощи в нашей республике. Мы являлись здесь операторами. Здесь совместно с правительством Республики Башкортостан, с Ленар Хакимовной мы готовили совместную заявку, мы фонд и давайте уточним, Ленар Хакимовна Иванова, вице-премьер, да, заместитель, министр семьи, труда и социальной защиты населения. Угу. Вот была подготовлена заявка, где мы, наверное, прописали те основные проблемные зоны, которые необходимо и возможно порешать благодаря благотворительным и различным средствам меценатов, которые возможно привлечь. Какие это сферы, прежде всего? Это сфера, конечно же, здравоохранения, и здесь было через нас направлено порядка 120 тысяч, 160 различных средств индивидуальной защиты, которые получила наша республика. Мы как фонд это принимали, передавали больницам. 129 больниц получили и очки, и маски, и перчатки, и костюмы, и бахилы одноразовые. Поэтому вот эти средства индивидуальной защиты мы передавали, в принципе, начиная с 19 мая, май, июнь, и заканчивая практически вот до 15 июля мы передавали именно в больницы для врачей, для сохранения их жизней. Тяжело ли было устанавливать контакт с благотворителями? Видите, вот еще какая ситуация. В этот период и благотворители пострадали. Потому что многие, тот бизнес, который, может быть, до самоизоляции больше оказывал какую-либо помощь, многие из них очень сильно пострадали, они не могли сейчас уже, они не могут оказывать в той мере, в которой могли. Но что вот показала ситуация, которая произошла, что очень много благотворителей, тех, у кого, да, покрупнее бизнес, они, конечно, где-то оказывали в натуральном виде той помощи, поэтому где-то были продуктовые наборы. В частности, я хочу сказать, что отработав с мясоконсервным комбинатом, мы 5000 продуктовых наборов передали тем людям, которые крайне нуждались в продуктовых наборах. Еще часть
благотворителей, меценатов показывали другую помощь. Получается, что чтобы добраться до тех, кому нужна помощь, нужен транспорт. Не всегда у волонтера есть своя машина, и поэтому Ну и пешком транспорт, тоже да, и невозможно. пешком. То есть, вот я говорю, мы развозили такое большое количество, поэтому одно из крупных такси нам помогло очень сильно. И мы им очень точно так же благодарны. Это порядка 400 рейсов, в каждом котором до 8 адресов. То есть вот на протяжении 3 недель эта компания нам развозила волонтеров с утра до вечера. Это тоже большая. Притом не только в черте Уфы, но и по Уфимскому району, в Чешминский и в Иглинский. То есть вот так вот все районы, которые близлежащие к Уфе, в принципе, охватывали. Ольга Юрьевна, по-моему, порядка 100 волонтеров сейчас поучаствовали в опросе, который вы проводите о том, вы хотите узнать их мнение о том, что можно поменять в целом в работе государственных органов, общественных организаций, чтобы при необходимости помощь оказывалась оперативнее и своевременно. Какие результаты вы видите, что говорит обратная связь, и с какими инициативами вы готовы уже выйти на уровень региональных властей? Да, Общественная палата Республики Башкортостан сейчас готовит как раз вот по итогам, во-первых, самоизоляции и вовлечения людей, кто в этом участвовал. Мы решили подготовить опрос, чтобы понять изнутри вообще все эти проблемы, с которыми столкнулись. Да, мы тоже были внутри. Я лично была внутри всей этой ситуации. Очень много тех вопросов, которые были, с чем сталкивались, мы, конечно же, их регулировали сразу на месте. Но нам очень важно было увидеть реакцию и волонтеров. И очень хорошо, что сейчас мы от них получаем и предложения, и это будет представлено после 15 августа. Ну, скорее всего, круглый стол будет в онлайн-формате точно так же, но я считаю, что всем желающим мы дадим возможность подключиться и пообсуждать, потому что здесь касается и как найти тех, кто нуждается в помощи, как сделать так, чтобы эта помощь доходила быстрее, как вовлекать сюда волонтеров в эту работу, потому что были моменты, что работа достаточно сложная, как создать те условия, чтобы волонтеры не пострадали. Что нужно, как обеспечить. Потому что для меня, например, как для руководителя фонда, у которого за этот период было вместе со мной в команде 145 волонтеров, у меня каждый день стоял только один вопрос всегда. Первое. Безопасность этих ребят и взрослых. У меня волонтеры были от 18 до 56 лет. Это все жители Уфы. И я каждый день, пока нам, скажем, в рамках коалиции «Забота рядом» нам не прислали большое количество масок и перчаток, мы все время ежедневно приобретали сами. Каждый день порядка 100-150 перчаток пар. И, потому что безопасность, эти люди приходят в подъезды, то есть они оттуда выходят. Притом у молодых людей у всех есть родители, которые потом начинают задавать вопросы, а почему так случилось, почему вы не обеспечили, не осуществили безопасность. Ну, конечно же, следующий вопрос. И питание волонтеров, и транспортировка, они совершенно безвозмездно помогали. Поэтому эти все вопросы вот как раз на руководителях волонтерских центров, я думаю, что кроме нас, то есть эти вопросы не только у нас в республике, но все волонтерские центры, которые работали по России, они точно так же, как мы, решали ежедневно. Если мы хотим, чтобы помощь дошла до тех, кому нужна помощь, мы должны обеспечить тех, кто эту помощь передает, всем необходимым, и должны позаботиться об этих людях. Давайте еще раз покажем открытки. Что это за открытки и кому вы их вручали? Смотрите, в самые первые дни в России создалась коалиция «Забота рядом» из некоммерческих организаций, которые точно так же решили помогать старшему поколению, именно как некоммерческие организации. И вот мы видим надписи да. «Непростое время», мы знаем, мы каждый день думаем о вас и хотим поддержать. Да, более 200 организаций. Да. Вот мы как фонд тоже вошли в «Заботу рядом», и мы им очень благодарны, потому что вот именно «Забота рядом», коалиция, она достаточно очень много нам средств индивидуальной защиты для сотрудников НКО и волонтеров прислала, которые мы
передавали некоммерческим организациям. За этот период, вот за эти месяцы, мы 66 некоммерческих организаций смогли, ну, во всяком случае, поддержать то масками, то перчатками, то санитайзерами, ну, то есть, в общем, вот, совершенно разной помощью. Ольга Юрьевна, фонд развития города Уфы, которым вы руководите, стал одним из крупнейших НКО, который оказывал помощь во время пандемии коронавируса. Ну, вот вы назвали уже сумму 65 миллионов рублей. И к вашему голосу могут прислушаться также и в Общественной палате России. Будете ли вы озвучивать какие-либо инициативы в их адрес? Да, мы, во-первых, конечно же, когда мы проведем круглый стол, мы свои предложения отправим в Общественную палату России, потому что с этими ситуациями, с различными, столкнулись не только мы в нашем регионе, а практически вот в рамках коалиции мы это обсуждали, что необходимо где-то менять и добавлять какую-то информацию по получателям помощи, как ее быстрее оказывать, как находить, то есть вот самый, говорю, простой пример, у нас половина тех, кто нуждается в помощи, не проживают по тем адресам, которые доступны, там, скажем, социальным службам. Они, то есть адрес представлен по прописке, а человек проживает совершенно в другом месте. И в этот момент теряется вот как раз время по оказанию помощи. И поэтому все наши наработанные предложения мы отправим обязательно в Общественную палату Российской Федерации. Ну и мы сейчас обсуждаем с коллегами, с некоммерческими организациями России, что практически во многих местах пройдут такие круглые столы. Если коротко, у нас время очень мало остается. Впереди вторая волна коронавируса, она ожидается, очень много разговоров об этом. Какую помощь и кому вы можете оказывать? Вот несколько с этой точки зрения слов нашим телезрителям, пожалуйста. Мы сейчас готовим опять проект для того, чтобы, скажем, в рамках еще одного крупного фонда российского, фонда Потанина, привлечь в республику 10 миллионов рублей. Как раз она будет направлена на системное выстраивание работы по оказанию помощи нуждающимся людям. Мы продолжаем принимать по телефону своему 277 15 40 заявки. 277 15 40, еще раз проговорим. Да, тем, кому крайне нужна помощь. Это особенно невидимые старики, как мы их называем. Это люди одинокие, у кого нет ни близких, ни родных, и они не получают социальной помощи. Поэтому не только эти люди могут к вам обращаться, но и те, кто знает о таких людях. Вот, именно я как раз и обращаюсь к тем людям, которые, если вы знаете, что рядом с вами живут люди, нуждающиеся в такой помощи, позвоните нам, мы обязательно поможем и подумаем, как сделать, чтобы эта помощь была системной. Спасибо большое, Ольга Юрьевна. Еще раз номер телефона 277 15 40. Это телефон Общественного фонда развития города Уфы. Если вам не безразлично, сообщите, пожалуйста, о таких людях. Это была программа «Интервью» в прямом эфире Башкирского спутникового телевидения. Сегодня нашим гостем была председатель Общественной палаты Башкортостана Ольга Панчихина. И мы говорили о том, что коронавирус стал вызовом для всего общества.